А знаете, почему вы замерзаете каждую осень и весну в собственных квартирах в Жаңа Казахстане и Тогаева? Потому что Казахстан использует допотопный ТЭЦ. Токаев за 7 лет не перешел на другие виды отопления, а наоборот, начал в Казахстане строительство 3 новых допотопных ТЭЦ по поручению Путина. Табуретки Путина, видимо, сказали убедить и вас, что это прогрессивно. Так прогрессивно, что вы мерзнете каждую весну и осень в своих квартирах. Все лето вы любовались перекопанными дорогами в вашем городе. Мучились ходить по тротуарам и обходили старые трубы. Это все из-за старых допотопных ТЭЦ, из-за которых меняют и трубы, и попутно отмывают ваши налоги. Вы удивитесь, но в скандинавских странах, которые холоднее Казахстана, нет ТЭЦ. И при этом они не замерзают ни весной, ни осенью. В чем же дело? Дело в том, что они используют тепловые насосы. Например, тепловой насос по методу вода-грунт забирает тепло из грунта и переносит его в дом, передавая тепло в воде, которая циркулирует в системе отопления. Это только один из видов отопления. Такие системы можно легко внедрить и у нас. Преимущество такого отопления заключается в том, что она автономная, то есть исключается вариант, когда может замерзнуть весь город, как это произошло у нас в Экибастузе. Она обходится дешевле. Вы платите за установку и за незначительное потребление электроэнергии, которое потребляет тепловой насос для передачи тепла в дом. И главное, вы устанавливаете комфортную для вас температуру в квартире или комнате в любое время года, не замерзая, как сейчас, при допотопных ТЭЦ с допотопным мебельным президентом. А что выбираешь ты?